Витаю вас, друзья. Сердечно причем. Сегодня 24 октября 2024 года. 24:24 у нас получается. Время 16 часов 1 минута по Берлину, 17 часов 1 минута по городу Джохару. Стрим наш, как обычно, вещает на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Сегодняшний свой стрим я назвал «ФСБ сдает Сибирь Китаю. Армия Корейской Народной Демократической Республики для подавления протестов». Давайте об этом и многом другом поговорим. Напоминаю всем, кто находится в России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, заботьтесь о вашей безопасности, не ставьте лайков, не пишите комментариев и так далее. Не пишите комментарии и так далее. Ну, вы все знаете, как обычно. На всякий случай напоминаю, потому что каждый раз после каждого стрима там от нескольких сотен до тысячи человек у нас подписывается. Поэтому не все могут знать. И как я уже говорил, основные наши зрители — это зрители из России. Из России, и хотя есть и с Украины. Но в Украине, я так полагаю, мой канал тоже запрещен, занесен какой-нибудь черный бан и так далее. Поэтому украинцы не так много смотрят, но они тоже смотрят нас. Спасибо. Дякую, как говорится, да. Но это мои предположения. А если они верны, то тогда дякую. А если нет, то считайте, этого разговора не было. Итак, друзья, как мы знаем, несколько дней назад общественность всех будоражит новость о том, что 12 тысяч северокорейских миньонов Китая оказались в Бурятии и в Якутии. Об этом мы поговорим, но перед тем, как начать свой стрим, по традиции я хочу рассказать сводки с фронтов от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Итак, за прошедшие сутки воинами света и добра уничтожено и ранено 1240 террористов, пришедших на их землю. Итого цифра уничтоженных и раненых террористов достигла 684 280 бандитов. 2 танка, 25 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 108 БПЛА сбито, 69 автомобильной техники и цистерн уничтожено и 4 спецтехники. Это все за прошедшие сутки. 684 280 бандитов. Это с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Так, что-то троллятина сегодня запаздывает. 3 минуты мы в эфире, а троллятины еще не видно. Где ты, троллятина? Нам нужно раскачать наш сегодняшний мощнейший стрим, который, я думаю, вам очень не понравится. Так как возвращаемся к теме нашего стрима. О том, что ФСБ сдает Сибирь Китаю, армия КНДР для подавления протестов. Так, Иртукас, витаю. Валейк салам. Вот здесь у меня было приветствие от Мурата. Мурат, валейк салам, машоль. Друзья, как вы знаете, Киртукас, а вот первый флаг у вас, это что за флаг? Вот вы мне украинский, литовский, а первый, который стоит, это что за флаг? Это случайно не русский, новый русский флаг у вас там? Просто я дальтоник, цвета путаю и не очень вижу. Может, это вообще другие цвета.
как-то израильский флаг. Там просто звезду Давида не видно. Все, понятно. Кстати, израильский флаг похож на ингушский флаг. Вы обратили внимание? Цвета разные у этих синий, у израильтян, а у ингушей, по-моему, зеленый. Вот как-то так. По-моему, зеленый у ингушей. Тогда все нормально. Тогда получается, новой российской оппозиции флаг похож на израильский. Так получается. У них ведь тоже, по-моему, две сейчас синие. Они красную закрасили, полоску синего. И вроде бы как бы у них все нормально. Ну так, давайте перейдем к нашей теме. Друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы, и я в силу своих скромных возможностей постараюсь на них ответить. Друзья, как мы знаем, Россия проиграла войну в Украине. И все эти громкие, громогласные заявления о том, что сейчас всех бьем, всех побеждаем, заканчиваются только дешевыми просто сообщениями о захвате населенных пунктов численностью 10 тысяч человек, раньше где проживало 15 тысяч человек. И это преподносится, как будто взятый, я не знаю, там Берлин пал, там, я не знаю, Вашингтон или еще там Киев взяли, еще чего-то там взяли. Это преподносится именно так. Но вы не верьте этой пропаганде. Вы не верьте этой пропаганде. Дела у российских террористов из рук вон отвратительны просто. Просто до невозможности отвратительны. Путин не объявляет тотальную, по-мужски, как на них напали, у них Курскую область отжали там и так далее. Ну, по идее, оккупировали, да? Хотя на самом деле освободили. За все это время освобожденная территория, где находятся украинские войска, это единственная часть, свободная на территории вот этого фашистского образования, всей вот этой России. И вот в итоге сами русские эти там разные представители Путина, каким является Евгений Федоров, прямо, у меня есть это видео, кусок вырезанный, на голубом глазу открыто прямо заявляет, что мы уже 1,5-2 года как бы бесполезно, вот эти все мясные штурмы, все это, то, что происходит, это все бесполезно. Только это все делается для того, чтобы Путин и ФСБ приняли какие-то решения и ждут какой-то благоприятной обстановки. Конечно же, теперь мы видим, что они не сидели сложа руки все это время. Мы все знаем, что Корейская Народная Демократическая Республика, обратите внимание на название, народная и демократическая, это масло масляное, потому что демократия это тоже народная. Ну, обычно, и там нету ни народности, ни демократичности, ничего, просто тоталитарный, потомственный такой фашистский режим в Северной Корее, Корейской Народной Демократической Республики. Так вот, всем хорошо известно, что КНДР являются, их армии являются прокси-армией Китая, то есть миньонами, исполнителей воли Китая. И Китай их все это время поддерживал, управлял ими и использовал. Сейчас нам рассказывают, что вошли северокорейские войска в Бурятию и в Якутию. Возможно, там северокорейские войска, но я нисколько не удивлюсь, если среди них есть и, конечно же, и напрямую китайские войска под видом северокорейских. И мы знаем, что якуты и буряты, а бурятов мы слышали с самого начала, и мы знаем, что якуты, буряты, и кто у нас там, Шойгу по национальности, это регионы России, откуда больше всего было отправлено на войну и больше всего было потерь. Самые с большими потерями.
и самыми большими потерями было. Соответственно, скорее всего, это представляет самую большую угрозу. Мы видим, разыгрываются разные сценарии на Кавказе. Вероятно, сценарий на Кавказе будет развиваться таким образом, что когда Россия ослабнет, как она ослабла там в Средней Азии, когда-то Советский Союз, в Афганистане, она не уходила, оставляла военную базу какую-то небольшую и местных коллаборантов вооружала, предателей, и финансировала. Мы, скорее всего, можем увидеть подобный сценарий на Кавказе. Якобы Кадыров, Алаудинов, там, Магомед Даудов, Ахмед Закаев, они все объединятся в едином порыве и скажут: Россия там плохая, не очень, мы как бы отделяемся. Но на самом деле не отделяться, конечно же, они останутся тем же коллаборантами и предателями, которые служат России. И вот такой сценарий готовится на Кавказе. Теперь я не сомневаюсь уже, армия КНДР, которая вошла на территорию России, в числе, как нам сообщают, 12 тысяч солдат, военнослужащих, это сдача Сибири и Дальнего Востока Китаю. С одним лишь условием: сохранить власть Путина, сохранить власть учреждения ФСБ. Вот для этого это делается. Вероятно, какие-то эти северокорейцы будут принимать участие в Украине, в войне против Украины. Где-то в Курской области, может, их там будут там где-то использовать для того, чтобы создавать такой ажиотаж. И вы обратите внимание, столько мыслей вот эти дни смотрю, прям хочется все это сказать и не запутаться во всем, и вас не запутать. Обратите внимание, я вот вчера кого только смог посмотреть: Фейкины, Киселевы, ну вся вот это, и украинцы тоже, которые якобы за Украину, русскоязычные разные вещатели, они пытаются запугать украинцев, моральный дух подавить украинцев. Но это делается очень аккуратно ими, разными там. Они пришли убивать украинцев, они будут убивать украинцев. Так украинцев уже 10 лет вы убиваете, вы лично убиваете, русские. Они рассказывают там, и придут, как один метко тут кто-то сказал, 12 тысяч это на 2 недели, что ли. А вот если учитывать 1200 каждый день убитыми и ранеными, я думаю, на 10 дней максимум это будет для Украины. Это как на хлеб намазать украинцам на завтрак и съесть 12 тысяч. Это так, чтобы все понимали, что из себя представляет украинская армия и на какой стадии она. Она каждый день пополняется и военными там современнейшими технологиями, вооружениями и, конечно же, колоссальный опыт, который приобрела украинская армия, уничтожая вот этих орков. Поэтому я не думаю, что Северная Корея, Китай примут непосредственно такое мощное участие в войне против Украины. Хотя это я не исключаю, это тоже возможно. Ну, какая разница, если и так русские набирают из своих вот этих россиян, набирают новое мясо, каждый день отправляют, и они не заканчиваются. Как было там их там сколько, 500, 600, 400 или миллион. Они не заканчиваются, их пополняют. Каждый день украинцы их там убивают, 1200, вот 1200 убивают и калечат. И еще 1200 там их пополняют. Поэтому я полагаю, что мы уже стали свидетелями того, что фашистская Россия сдает Дальний Восток и Сибирь Китаю в обмен на сохранение, на гарантии безопасности и сохранение своей власти. Не только одного Путина, а всего учреждения КГБ СССР. И это не очень хорошая новость, я вам скажу, друзья. Не очень хорошая новость.
была надежда, что Россия станет какой-то демократической там, и так далее, и так далее. У вас, скорее всего, восточная часть, азиатская часть России уйдет под Китай, а там мы знаем, что самое большое количество полезных ископаемых, нефть, газ, все остальное, это все уйдет под Китай. Режим там будет установлен соответствующий, поэтому особо ничего хорошего для россиян, которые там проживают, их не ждет. Бунты, которые будут, без сомнения, они к этому готовятся. Мы об этом уже давно говорим. Они готовятся, проводят зачистки, репрессии. Бунты будут подавляться северокорейцами. Так все русские боялись, что кадыровцы будут подавлять бунты. Там будут их перебрасывать там на Дальний Восток. И они же чечены, они ненавидят русских. Они будут вырезать. Увы и ах, вам повезло, россияне, с азиатской части России. Вас не будут убивать кадыровцы, вас не будут уничтожать, там, сажать, избивать кадыровцы. За это сделают прекрасные люди из Северной Кореи, которых вы так любите, которых вы заслуживаете на самом деле. А кадыровцы, вот эти коллаборанты, они будут служить Путину как Малюта Скуратов. Как Малюта Скуратов. Будут опричниками, которые будут охранять Путина и выполнять его деликатные сообщения. Затем будет якобы свободный Кавказ. Этот сценарий они разыгрывают. Мы видим, как они пытаются. Вот сейчас начали разыгрывать карту между ингушами и чеченцами, и чеченцами, и дагестанцами. Вот такой вот конфликтик они замутили. Как только мы разоблачили их планы, эта волна немного сбилась, но не отказались они от этих планов. Они не отказываются от планов, когда вы их разоблачаете или там как-то... Они немножко заползают под корягу, выжидают время, а потом с новой силой начинают дальше использовать. Потому что используют вот это, в этом же направлении, действовать по своей вот этой схеме, которую они запускают. Потому что, во-первых, отступать им некуда, а во-вторых, слишком большой ресурс у них для этого есть. Слишком, с учетом того, что у нас его практически нет, они могут этим заниматься очень долго. Они могут одну схему запускать, потом вторую схему, выделяются деньги, схема уже реализовывается. Развивают они вот эти разные свои схемы. Поэтому мы должны в этом во всем, как говорится, предупрежден, вооружен. Мы должны к этому быть готовы, понимать, к чему все это идет. Евгений Федоров, о котором я ранее упомянул, представитель Путина, возглавляющий, координатор, как он себя называет, НОД, рассказывал, что Россия находится под оккупацией Америки, что им нужно вырваться из-под этой оккупации, что там они будут в 1000 раз богаче, лучше жить. Вот только нужно отказаться от Америки, от Запада и так далее. Теперь давайте в 1000 раз будете лучше жить, чем в Китае. Россия становится провинцией Китая. Провинцией. И я вас всех с этим поздравляю. Я вас всех с этим поздравляю. Давайте почитаю ваш комментарий. Я смотрю, оживились троллики. Снова вошли к нам. Давайте почитаем ваши комментарии. Так. И каждый день теряет территорию, говорит Андрей Ше. Речь, наверное, идет о
Совершенно верно, Киртукас. Без ведома Китая Ким не может ничего самостоятельно делать. Конечно, это полностью управляемый такой Рамзан Кадырчик такой Путина. Этот Си китайский. И вот Андрей Шей говорит, каждый день теряет территории. Ну, наверное, речь идет об Украине, которая теряет там населенный пункт размером, там, я не знаю, 5 на 5 квадратных, или 2 на 2 квадратных километра, или километр, или 1 квадратный километр. Наверное, об этом идет. Но дело в том, что пока вы его завоевываете, там какие-нибудь Солидары, Угледары, там Бахмуты и все остальное, вы кладете десятки тысяч своих солдат. Вы что, смеетесь? Вы о какой земле говорите? Вы что, вы больные, что ли? О какой территории? Вы что сделали? Вы взяли населенный пункт, 10 тысяч человек в этом пункте проживало. У нас в Ичкерии деревня, село Валерик, воспетое, известное Лермонтовым, помните? Там, по-моему, 10 тысяч или 12 тысяч населения. Это небольшое село, вообще небольшущее, хотя, ну, такое средненькое село. Не сказать, что вообще никакое, но это село. Понимаете? Вы берете ценой десятков тысяч своих солдат, сынов, которые поверили вашей пропаганде. Хотя сейчас только за бабки туда идут. И вы считаете, вы какие-то территории захватываете. Вы захватывали 2 года вот ту территорию, которую там около 1000 километров, 800 километров вы захватили квадратных. За 2,5 года больше уже. Украинцы вам показали, как нужно захватывать, освобождать территории. И 1000 километров захватили за 1 день, за 2 дня. Просто как проехала их техника. Вот со скоростью едущие техники, они освободили и удерживают. И все нормально. И Курская область навсегда отошла Украине, понимаете? Навсегда. Вот эта часть, которую они сейчас заняли, они не шли дальше. Я так понимаю, вот этот газовый хаб Суджи, вот это был интерес. Это расплата вашей фашистской России. И Путин сейчас все делает, чтобы остаться у власти. Чтобы его не сверг российский народ, который понял, что верить этой армии, верить этому телевизору, верить этой власти нельзя. И попав в эту армию, попав в мясные штурмы, посмотрев на скотское отношение к себе своих так называемых отцов-командиров, эти люди очень на вас злые, ну, на власть свою злые. И они будут возвращаться, у них опыт, они потеряли друзей, то есть мотивация. Опыт, мотивация, и этого достаточно, чтобы свергнуть эту фашистскую власть. Для этого вас сдают Китаю. Не Северная Корея, а Китаю. Северная Корея это, как я уже сказал, миньоны. Это марионетки Китая. И одновременно, когда эти 12 тысяч сообщают по прибыли в Бурятию и в Якутию, Сибири на Дальний Восток, проходит в Казани собрание, конференция, съезд, там, БРИКС, так называемый. И там Си является очень дорогим и близким другом Путина, который и Си ему отвечает, мы долго дружим с Путиным и так далее. Русские, россияне, вас очередной раз лоханули, вам не кажется? Вы должны были стать самой великой империей и так далее, и так далее. Кстати говоря, от имперского нарратива уже тоже давно отказались. Эй, те, кто пошел воевать против Украины ради там великой русской империи, отказались уже, все, нету больше неодворянства патрушевского, ФСБшного. Оно есть, только об этом уже сейчас не будут кричать. Оно каким было и есть. Сейчас главными становятся
люмпены пролетариата. Понимаете? Вот теперь кто будет. Потому что вы с коммунистами. Вам будет вот эта идеология забиваться в голову. Понимаете? Вот такая вот точно без лоха жизнь скучна, говорит Талаш. Ну, использовали вас россияне, русские. Не стали вы великой империей от моря до моря, там, до Индийского океана, точнее. Да уж. Да уж. Ну, давайте почитаем ваши дальше комментарии. Продолжим наше прекрасное общение. Каждый день теряет территорию. Да, теряет. Россия целиком легла под Китай. Абсолютно, боги. Абсолютно так. ФСБ – террористическая организация, запрещенная в России. Да, Анзор, совершенно верно. Но еще в мире она не запрещена. К большому сожалению, главных террористов почему-то не запрещают. Я не знаю этого до конца полностью объяснения. Почему нужно доводить до этого состояния, когда спецслужбы западные лучше нас знают, что такое из себя представляет ФСБ? Почему они с ними имеют дело? Да, это плохие парни, да, с ними нужно иметь дело. Но если эти плохие парни представляют прямую угрозу для Соединенных Штатов, вот Соединенные Штаты, Великобритания, Европейский Союз, эти страны все это время пытались очеловечить вот этот путинский режим, придать ему человеческое лицо, G7, G20, с ним везде встречались, в европейском вот, во всех структурах присутствует. Мы, когда говорили американцам, наши представители, наша власть говорила, что вот, смотрите, это же людоеды, потерпите, они станут демократическими. И вот, кто говорил тогда, кто не верил нам тогда, чеченцам, и говорил, что они станут демократическими. Вот те, кто тогда гнул эту линию, должны понять, что те тогда заработанные деньги и Европой, и в целом Западом, через Путина, через газ, за газ, нефть, которые там получали по скидке хорошие. Теперь вы в 10-кратном размере платите и финансами, и теперь Россия уходит в самые вот эти лучшие места, так сказать, Сибирь, Дальний Восток, где больше всего полезных ископаемых и так далее. Они все уходят под контроль Китая. А попробуйте выбить потом оттуда Китай. Это невозможно, практически невозможно. Понимаете? И вот, ладно, чеченцы, ладно, международное право, о котором так много говорят, ладно, о гуманизме, о человечности, о правах человека. Ладно, забудем. Уничтожение целого народа на ваших глазах происходило, всего мира. Но вы ради своего интереса должны были просто посмотреть на 20-30 лет вперед. Не может быть демократией народ, который совершает тотальное уничтожение другого народа. И не потому, что вот он его уничтожил, и он не может стать демократом, а потому, что те люди, которые занимаются этим уничтожением, они становятся властью в этой стране. И они уже только это умеют. Это психически уже ненормальные люди, которые совершают пытки, убийства детей, женщин, сжигают, расчленяют. Все это делают. Это же понятно. Не может страна, ведущая геноцид, совершающая геноцид, стать потом демократической резко. Не может. Вот эта вся шушера, вот эта людоедская, она должна быть либо изгнана из власти, что невозможно в стране, которая там имеет ядерное оружие и так далее, либо каким-то образом утилизирована. Вот сейчас как раз происходит утилизация тех, кто убивал чеченцев. Было бы хорошо, если бы наши не убивали вообще. И мы бы на 30, 40, 50 лет не были бы отброшены в своем развитии. И потеряли треть своего населения.
от четверти до трети. Было бы, конечно, хорошо, но... А потом некоторые там говорят, вот, надо встать, восстаньте, почему вы не восстаете? Да, конечно, восстанут, конечно, когда полностью у тебя на одного человека 2 соглядатая, когда у тебя нет ни оружия, ничего, и самое главное, веры. Веры нет, доверия нет никому на этой земле, никому чеченцы не верят. А кто встанет? А станет там Дагестан восстанет, другие Кавказские республики восстанут. Не восстанут. Поверьте, не восстанут. Знаете почему? Потому что у них был уникальный шанс восстать, когда чеченский народ сражался за свою независимость. Знаете, что некоторые из них делали? Записывались в российскую армию и как сейчас идут воевать в Украину, шли воевать против своих братьев, мусульман, кавказцев и так далее. И отличались некоторые особой жестокостью. И эти люди находятся сейчас во власти, у них награды, они там крутые, некоторых утилизировали в Украине, некоторых еще нет. Там кто-то на пенсии, кто-то уже поумнее оказался, не поехал или поудачливее вернулся. Поэтому никто не восстанет на Кавказе. Понимаете, вот этот нарратив, который забрасывают, что вот там вставай, там Кавказ, вставай, это... Кроме нас, чеченцев, последние 200 лет на этом Кавказе вообще никто не восставал. Понимаете? Поэтому не нужно обманываться, не нужно обманывать других. И я не буду призывать сейчас постгеноцидный чеченский народ ни в коем случае призывать к какому-то восстанию. Нет, спасибо. Мы будем накапливать силы, мы будем и имеем колоссальный опыт, которого нет у Украины. Я вначале думал, Украина, государство, там много умных людей и так далее, и так далее. Нет, абсолютно Украина движется по тому же сценарию, по которому вели Чеченскую республику Ичкерия русские спецслужбы. Вот по этому же сценарию, несмотря на колоссальную поддержку там и так далее, и так далее. Вся надежда на украинскую армию. И вот то, что мы предупреждаем, на то вот, даем информацию, сообщаем. Но нужно общаться, правда, с людьми, которые очень сведущие в этих вопросах. Как-то так, друзья. Давайте ваши комментарии почитаем еще немножко. Такие, как ты, раскачивают спокойствие и мир в Чечне. Аллах тебя покарает, говорит. Ай, ясно. Государство Чеченской Республики Ичкерия восстановит свою независимость, не сомневайтесь. Киртукас. Да, я убежден, что мы свою государственность восстановим. Репрессии, волнения, Распутин, вот они готовят на Кавказе вот то, что там Кадыров чуть ли там отделяется, там 3-10. Они готовят антимайдан и в Ингушетии, и в Дагестане, и во временно оккупированной Ичкерии, там, и так далее, и так далее. И также, как мы теперь понимаем, в Якутии и в Бурятии. Я думаю, и другие сейчас регионы их будут загонять, вот этих северокорейских миньонов, для того, чтобы подавлять вот это восстание, недовольство. Но то, что Чеченская республика Ичкерия по праву является суверенным, независимым, демократическим, правовым государством, которое временно оккупировано фашистской Россией, в этом нет ни малейшего сомнения. Когда будут судить режим, когда будет устанавливаться новый мировой порядок, который уже, мы уже видим, мы уже находимся в этой стадии, это уже никто не отрицает. И двухполярный мир, о котором заявляет Путин, он,
говорит правду. Как ни странно, в этом смысле он говорит правду. Это будет мир Китая и западной цивилизации. Советского Союза отныне нет. Россия будет, часть России, как мы видим, Сибирь и Дальний Восток уходят под Китай. Это колоссальная новость на самом деле. Это уже, это, видимо, к этому давно готовились, об этом много говорили. И сейчас мы видим, что да, это все уходит под Китай. В итоге мы, Чеченская республика Ичкерия, станем суверенными, независимыми. И я очень надеюсь, что Дагестан, Ингушетия само собой, Дагестан, Черкесия, Кабардино-Балкария и другие наши соседние народы, которые проживают в России, они тоже примут какое-то решение, пошевелятся немножко и захотят тоже делиться. Нет и нет, если не захотят. У нас есть выход Грузии, у нас наш центральный, как сообщает об этом наш президиум правительства, наш главный центральный союзник на Кавказе — это Грузия. В Грузии тоже сейчас не очень все хорошо, к большому сожалению. Но мы будем с Грузией двигаться в сторону Запада, будем в сторону Америки двигаться. Я очень надеюсь на то, что нам все это удастся, но Чеченская республика Ичкерия в новом мировом порядке будет суверенным независимым государством. Пристегивать есть у некоторых в Турции, например, желание, чтобы мы стали частью большого Турана, большого турецкого мира. Я с этим не согласен. Большим уважением отношусь к турецкому народу, но я не согласен на то, чтобы мы стали какими-то, после России мы поменяли и стали какими-то. Этого не будет. Чеченцы на это никогда не согласятся. Я лично с этим никогда не соглашусь. Большая часть чеченцев, я уверен, есть среди нас люди, которые являются тюркоязычными, которые говорят на чеченском, живут среди нас. Их оказалось, к большому сожалению, на нашей стороне не так много, но они, большая часть, служат вот этой оккупационной власти, которая есть, и они проявляют такую заботу и направление в сторону Турции почему-то. Нас это не устраивает, и я надеюсь, они не будут очень сильно против нас настаивать на том, если хотят, кто хочет в Турцию, пожалуйста, уезжайте, живите в Турции, а мы, чеченский народ, чеченское государство, не будет под Турцией. Мы будем дружить с Европой и с Америкой, и с Великобританией, конечно же. Вот так мы будем развиваться. Да, мула. Как-то так. Давайте дальше. Так. Давайте я этих отключу. Немножко они раскачали, нас сейчас смотрят. $700, 600 человек. Так, ну давайте читаем ваши комментарии. Сейчас я перейду и до ТикТока тоже, друзья. Сейчас здесь прочитаю. Билайн Б говорит: это ты так решил? Мы, народ Чечни, простили русских и будем жить с ними в мире, иншаллах, говорит. Вылазия из-под холопа, заявляет какой-то деятель, представляющийся чеченцев. Не знаю, что вы там сделали, кого вы там прощаете, но за убийство людей, за геноцид людей, за военные преступления мы не простили, понимаешь? А вы холопы, как были холопы, подхолопники, вы такими и остались. Вам плевать, убивают вас, не убивают, главное, чтобы копейка шла. Копейка сейчас перестанет идти, поверьте.
копейка. Ну, вам, присосавшимся русским, наверное, какая-то копейка капает. Так вот, мы прощаем, когда мы решаем, а не когда какие-то там незаконно рожденные там нам что-то рассказывают, понимаешь? Поэтому мы сами решим. Будет суд над убийцами чеченского народа. Вот после этого мы подумаем, если еще русские попросят, ты их простил, они просили тебя их прощать? Или ты пятки лижешь без спроса? Молодец. Молодец, вперед, Диан. Теперь будешь и этим китайцам лизать, Диан. Потому что мы тебя отправим на Россию жить. Россия враг всех народов, Лери. Совершенно верно. Ребят, он за это бабло получает. Думаете, он просто так хочет до Америки двигаться, говорит Павел Прокофьев. Павел Прокофьев, посмотри на мое кресло. Посмотри на мое кресло. Человек, получающий деньги, будет сидеть на таком кресле? Так. Вообще, то, что я делаю, ни за какие деньги никто не будет делать, понимаешь? Ты думаешь, у Запада нету своих там образованных, подготовленных, грамотных людей? Посмотри, радио «Свобода», радио «Маршо» на чеченском языке, «Кавказ Реалии». Там разные есть, которые американский сенат, американский бюджет финансирует. Понимаешь? Ты где-нибудь видел их, кого-нибудь, кто говорит то, что 10-ю часть того, что я говорю? А? Потому что им нужны бабки от американцев и безопасность от России. А я не получаю ни бабки, и я плевал на вашу Россию. Понимаешь? А эти, которые якобы работают за справедливость, там, журналистикой занимаются, они делают вред чеченцам, представляя нас Западу такими вот, ну, такими прозападными, прорусскими там или терпимыми к России. Нет, я это делаю от души и бесплатно. Так. Ребят, если бы жители Украины несколько... Яков Сухобавский, Америке было выгодно использовать как он. Яков, а зачем вы пришли? Ладно, они у себя скакали, украинцы, да, их там купили американцы, всех причем поголовно, как и меня, как выясняется. Объясните мне, вы зачем пошли туда? Понятно, это независимое, суверенное государство. Хотят, прыгают они, хотят, что ваше какое собачье, ваше свинское дело лезть к братьям. Вот объясните мне. Это вы же их братьями называли. Большего вероломства и подлости придумать невозможно. Называя братьями, называя их родными, своими и так далее, воткнуть нож в спину. Ну куда вы лезете? Ведь в Курской области на 10-й год только украинцы оказались, как мы знаем. Или уже на 11-й год, после 10 лет. Хотя нужно было сразу же. Хотя, видимо, возможностей у них не было таких. О чем вы говорите? Вы бесстыжие, аморальные, просто лицемерные циники. Просто у меня слов на вас нет. Один мат. Один мат у меня для вас есть. Андрей Иванов, не смотри в зеркало, Дион. Так, давайте посмотрим, что вы нам тут пишете. Апти уже пошел против России, значит, чувствует конец России. Не, Макс, неправильно. Идет раскручивание фигуры Апти Алаудинова с целью представить, что против Украины воюют чеченцы. Понимаете? С украинской стороны
агенты КГБ УССР продолжают ту же линию, и они работают синхронно. У них один план, один куратор и один кабинет ими управляет. Понимаете, скорее всего, это Патрушев непосредственно. И вот им нужно стравить. И одновременно с этим идет раскрутка Абти Алаудинова. Он убивал американцев, он сам рассказывает, он убивал американских там спецназовцев в Украине. Все, ему отступить некуда. Таким образом, он и его вот эта банда делает заявление, что они убивали американцев. Все, ему уже на сторону Америки не перейти. Это самое главное для Кремля, для ФСБ. Абти Алаудинов одновременно раскручивается, из этого делается фигура такого федерального масштаба на России. И, возможно, Абти Алаудинов, Магомед Даудов, Рамзан Кадыров, может быть, Рамзан Кадыров отойдет в тень, может, не отойдет в тень, там сценарии могут быть разные. Кадыров, я не думаю, что хочет отходить в тень. И они будут договариваться между собой. Будет создаваться, помните, был такой деятель Дустум, такой узбекский коллаборант, который прыгал туда-сюда, кто менял лагеря, как ему удобно. Вот Рамзан Кадыров, у него позывной Дустум, правда, раньше о нем не слышно было, но начали лет, наверное, 10-15 назад усиленно раскручивать его вот этот позывной Дустум. Его сын ходит в шапочке с надписью Дустум, ну и так далее. Вот Рамзану приблизительно уготовлена судьба Дустума. Опять же, 1400 мечетей построено. Наверное, вы видели по видео, по телевизору эти мечети. Это огромные, колоссальные здания. 1400 на 17 тысяч квадратных километров с населением, может, миллион, может быть, меньше даже. Мусульманского населения. Мы всех этих оккупантов, всех вот этих колонистов, которые на территории Ичкерии, мы их не считаем. Мусульман там меньше миллиона или около того. 1400, представьте себе. Как говорит мой один друг, давайте вместе поразмышляем на эту тему. Любит ли Россия чеченцев? Зададимся этим вопросом. Ну, если бы любила бы 300 тысяч, она бы не убила бы. Сейчас дискредитирует, убивает, онкология, все это делает Россия. Целенаправленно российские спецслужбы истребляют чеченский народ. Дискредитируют его, отправляют на войну и так далее, и так далее. Ведь Кадыров сам говорит, что чеченский народ нужно использовать для того, чтобы помирить русских и украинцев. Этим как раз, под этим видом как раз КГБ УССР вместе с КГБ РСФСР вместе занимаются этим. Пытаются примириться братья. Не получилось замочить украинцев, нужно примириться. В следующий раз сил наберутся, и потом вместе с китайцами придут и по-братски добьют украинцев. В таких целях они планируют. Вот давайте вместе порассуждаем. Любит Россия? Не любит Россия чеченцев. Лютой ненавистью русские ненавидят чеченцев. Понимаете? Даже здесь, в Европе, вот Ходорковский, потом Асланян, по-моему, или как его там, деятель. Это же Ходорковские мысли они высказывают. Русские мысли они высказывают. Это вот мы можем послушать их и узнать, как они нас любят. Это тот, кто не жил в России и не знает русских. Им я советую. А кто жил и знает русских, вы сами лучше меня знаете. Так для чего строят? Любят русские мусульман? Ислам любят? Так для чего строят мечети? Мечети строят для того, чтобы загнать в эти мечети все население чеченцев. Да? А это же нужно, чтобы это чеченцам тоже нравилось. Это делается под благовидным предлогом. Если бы там строили бы, я не знаю, какие-нибудь там буддийские храмы, туда бы никто не пошел бы. А строятся мусульманские мечети и как бы и никакого образования. Вот тебе мулла то, что в голову забивает, это как было 200 лет назад. Никакого, слава богу, сейчас есть интернет. Опять же, нужно сказать спасибо американцам и евреям, кто придумал Google. Так, чтобы вы понимали, откуда
прогресс, откуда цивилизация, ветер цивилизации, прогресса дует. И что нас спасает? Вот, пользуясь сегодняшней возможностью доносить до чеченцев информацию при помощи интернета и айфона. Так вот, возникает следующий вопрос. Если они нас не любят, то зачем они нам строят эти мечети? В таком количестве, такие грандиозные. А для того, чтобы проект Палестина или сектор Газа или Хамас, он закрывается, как мы видим. Больше не будет никакого сектора Газа. Останется палестинская автономия где-то там, которая будет входить в Израиль. Все, сектора Газа. Ну, нужно где-то свои другие миньоны. У Китая есть Северная Корея. А у Путина, у ФСБ что? Это будут кавказцы, чеченцы, которых они очень удобно вот последние 20 лет использовали. И для этого это нужно делать для того, чтобы везде грозиться, везде создавать нестабильность. Потому что где стабильно, там русским ловить нечего. Они могут ловить где-то в мутной воде только рыбку. Все, больше они ничего не могут. Конкурировать они не могут абсолютно ни с чем никак. Ни технологически, ни ценностно, ни культурно, никак они не могут конкурировать при равных возможностях. Нет никакой у них конкурентоспособности. Ну, в итоге создается вот такой анклав, ну, в планах у них. В наших планах этого нет. И мы эти планы не допустим. Да, процесс будет идти, развиваться до определенной степени. А потом мы деоккупируем свою страну. И вот идет такой план. И Украина, кстати, вот эти пропагандисты из КГБ УССР помогают, кстати, вот я забрасывал вот эту информацию, как они раскручивали, что там, там война гражданская началась. Это только начало. Сейчас большая провокация может быть подготовлена между дагестанцами и чеченцами. Убьют несколько там чеченцев, убьют несколько дагестанцев, может десятки убьют, может сотни убьют. Перестреляют, теракт сделают, нападение сделают, еще что-то сделают. С ингушами то же самое. И потом уже, когда маховик войны закрутится, потом уже никто не будет разбираться. А мы для этого специально анализируем ситуацию и сообщаем заранее. Смотрите, они к этому готовятся. И если будет такое происходить, кровавые события, кровавые столкновения, мы должны быть к этому готовы. И запомните, что здесь на канале Реалити вам об этом говорили. Что они к этому готовятся. У меня нет никакой секретной информации ни от каких спецслужб. Я просто анализирую то, что происходит. И как вы уже заметили, очень часто, очень точно мы анализируем. И прогнозируем, что будет происходить. И вот в этом направлении они движутся. Мы должны знать, предупрежден, вооружен. Это будет усугубляться, процесс будет усугубляться. Еще год, еще 2 это может продолжаться, еще 3 может продолжаться. Но в конечном итоге, конечно же, мы деоккупируемся. Это будет 100%. Поэтому мы должны быть ко всему готовы. Мы, говоря о теме про мечети, нужно обязательно сказать про спортзалы. Вы просто умный и не сильный, тупой и не сильный, вы не интересны. Понимаете? Какой-нибудь там религиозный фанатик, и он еще дохлый какой-то. Ну, какой от него толк? Этот религиозный фанатик должен быть физически сильным. Мусульмане не пьют, не курят. И есть спортзалы. В огромном количестве настроили этих спортзалов. Потом одновременно с этим подкупают бои. Разные бойцы. Чимаева бой был куплен. И другие бои покупаются. И таким образом, потом дарят им большие, дорогие подарки. И таким образом все, чеченцы думают, молодежь думает, так, я же крепкий, я буду тренироваться, мне тоже квартиру подарят, машину подарят, там, дачу подарят, еще что-нибудь подарят, денег дадут. И вот таким образом делается, что плохого? Все отлично.
Все отлично. Ну, мечети прекрасно. Что плохого в религиозном здании, где человек может пойти и помолиться? Супер просто. Это отлично. Что плохого в спорте? Не курят, не пьют. Великолепно. Но только есть одно но. Вот в этой голове пусто у них. Понимаете? И в таком случае ты инструмент. Ты просто здоровый, сильный, выносливый инструмент, который использует тупо на любые идеи. Тебе приводят суры и скажут, смотри, вот здесь в суре написано, что нужно всех кафиров, там, мафиров, там, кефиров и другие молочные продукты ликвидировать. Все есть. И все, и пошел исполнять. Может, чемпионом, как там, некоторые он не станет, но автомат, пулемет таскать ему будет легче, и он будет шустрый, выносливый и так далее. Вот к чему готовят сейчас чеченцев. Уже давно готовят. Поэтому, чеченцы, не дайте себя обмануть. Нас здесь в Европе треть находится. Мы говорим на всех языках. У нас все отлично. Так хорошо никогда не было. Вот с начала Первой русско-чеченской войны у нас хороших моментов было не очень много. Сейчас, ну, кроме окончания победы в Первой русско-чеченской войне, и потом опять 30 лет война, разрушение, убийство, никакого образования, ничего нет. Ну вот теперь настает время, мы здесь получаем образование, наша молодежь говорит на всех языках, как я сказал, получает в лучших университетах Европы и мира образование. И все у нас отлично, все отлично. Нам нужно просто выжить, наблюдать, анализировать, чтобы нас снова не использовали, и выжить. Это наша единственная задача на сегодня. Все. Никаких войнах мы не участвуем. Не участвуем же? Не участвуем. Никому же не приходит в голову там, звать даже американских. Самая мощная армия в мире – это американская. Никому же не приходит в голову звать американских солдат. Приходите, воюйте за нас. Никому не приходит. Вот и постгеноцидный чеченский народ также не должен нигде принимать участие. Добровольцы есть, кто хочет, тысячами чеченцев воюет на стороне Украины, тысячами. Тысячи. И так будет дальше, да. Так, одну секунду. Так, давайте почитаем, что у нас тут пишет ТикТок. Я вам могу эти темы очень долго рассказывать. Америка, россиян одинаковые. В этом, говорит, Асадулла 95. Асадулла 95. А почему ты 95 поставил? Раб Аллаха 95. То есть ты раб Аллаха, или имя у тебя такое, или переводится твое имя раб Аллаха, и ты пишешь 95. Значит, ты не просто раб Аллаха, но раб Аллаха, который раб Путина, раб России, который дал этот номер. А? Вот если ты разберешься вот в своем нике, ты никогда не сравнишь Россию и Америку. Никогда. Россия уничтожила 300 тысяч чеченцев. Вот здесь какой-то подхолопный мне писал, что они простили русских. Так вот, если бы он был бы чеченцем, он не простил бы. А если бы ты был бы грамотным человеком, ты 95 не написал бы у себя в нике. И тогда у тебя не возникл вопрос сравнивать Россию, которая убила на протяжении 3 веков, более 300 лет, убивает твой народ, если ты чеченец, конечно, убивает твой народ и убила миллионы чеченцев и десятки миллионов всех кавказцев за эти 300 лет. Тебе в голову бы не пришло бы сравнить Россию и Америку. Америка, которая тебе ничего плохого не сделала. Да, она не оказала поддержку, которую она сейчас оказывает Украине. И 100-й части даже. Но она нам ничего не должна. И мы ей ничего не оказывали и не давали. Так, на минутку. Поэтому сравнивать Россию с Америкой, это быть терпилой, признавать то, что ты абсолютно неграмотный человек. Салам всем, салам.
Я агент Запада, говорит Ичкерия. Ты должен быть, Ичкерия, агент чеченского народа. И только агент чеченского народа. Россия всех враг народа. Да, партизанка, совершенно верно. Молодец, Аслан, так держать. Спасибо, партизанка. Уважение тебе, Аслан. Спасибо, Рахат. Вы мусульманин? Да, я, конечно, мусульманин. Интернет тоже еврей придумал. Да, я знаю. Интернет придумал. А знаете, что Google ввел язык? А вы знаете, кто придумал тоже Google? Это тоже американский еврей из Советского Союза. Сергей Брин, да, его фамилия. Они спасли наш чеченский язык. Спасли. Чеченский язык занесен ЮНЕСКО в список исчезающих языков. Понимаете? Чеченцы хоть и не говорят уже многие нормально на русском языке, так как нет образования нормального, и это сказывается. Что это не такой уж большой минус, конечно, но с другой стороны язык лишним не бывает. Ничей. Особенно язык врага. Так вот, язык исчезающий. Россия ничего для его спасения не сделала. А это сделал Google. Американский Google, который сейчас ввел язык, Google переводчик, чеченский язык. И все, он спасен. На 1000 лет чеченский язык спасен. Понимаете? Как и абхазский, и аварский, которые они несли. Если брать кавказские языки. Вот так вот, друзья. Поэтому надо еще посмотреть внимательно, кто наш друг, а кто все-таки не друг, а так. Так. Шалом всем. Шалом, доктор, модный доктор. Ам Израиль хай. Так. Прощать никогда нельзя. Совершенно верно. Так. ويدقدل أدم جو политически безграмотных хиллаше мерк элладек бенца гва. Совершенно верно, Ичкерия. Гва марцау тоже хачуи ан цашнурок. Милуца, уца, оскорбление, шучуеч. Соу. Охуца адуюцма, чуйшор. Если у тебя мало друзей, у тебя жизненный опыт, говорит Ичкерия. Ну, может быть, не знаю. У меня друзей много. Так. Вместо того, чтобы жить в мире, говорит Люда Амшкова, вы провоцируете. Может, еще вспомнишь 100 лет назад, что было? Уймитесь. Тебе за это платят. Мне за это не платят, Люда. И я вспоминаю не 100 лет назад, хотя я не забываю, что было и 80 лет назад, и 200 лет назад, и 300 лет. Потому что в отличие от вас, мы не Иваны, не помнящие родства, а помнящие свою историю, несмотря на то, что вы сделали все возможное, чтобы нас превратить в Иванов, не помнящих родства, и уничтожали нашу историю. Но не имея уже даже письменной истории, потому что вы все книги, все тепторы наши уничтожали, все наши библиотеки, всех умных людей, всех грамотных людей уничтожали, ссылали, убивали. Несмотря на это, мы помним свою историю и знаем. Но я вспоминаю не недалекое прошлое, а то, что я своими собственными глазами видел. Да, 20-летние, там, 30-летние не помнят этого, они не видели. А мне уже почти 50. Я все это сам своими глазами видел. Можно сказать, был даже участником некоторых событий.
Поэтому мне не нужно далеко ходить. Как вы, после того, как вас уничтожают, вот смотрите, русские ФСБшники взорвали ваших русских женщин, детей, спящих в своих домах, чтобы обвинить в этом нас, чеченцев, в 99 году. Не только дома взрывали, метро, электрички, там все взрывались. Максимально это все делалось. Чеченский след вы так вбивали вот эту информацию. За все вот это время, то, что вы нас убивали, вы одновременно убивали и себя. Вам плевать на это. Вы вместо того, когда с поличными были задержаны ФСБшники, русские, пока вы не накажете свое ФСБ за то, что она взрывала ваших женщин, детей, вас вообще в приличном обществе слушать вообще будет неприлично. Понимаете? Вы нам рассказываете, что мы что-то там вспоминаем. Так это же убийство. Вы знаете, что массовые убийства, геноцид, военные преступления, это преступления специально законодателем определены как без срока давности. Вы это понимаете? Это не русские писали. Это умные люди писали. Тут на Западе англичане, американцы, французы, немцы, они писали, выводили вот этот принцип бессрочности этих преступлений. А вы через год уже забываете. Через 20 лет вы уже меня упрекаете. Вас, русских, взрывали, обвинили в этом нас. На месте были задержаны ФСБшники. Что вы сделали для этого? А вы сделали, пошли грабить чеченские дома, убивать чеченских женщин и детей. И возить оттуда унитазы использованные. Понимаете? И вы заходите мне, я провокатор. Какой я провокатор? Я призываю чеченцев, наоборот, спастись от вас. Вы тут нам в Европе знаете, что устроили? Вы всех вот заслали свою агентуру религиозную. Вот здесь два волоска вот здесь висят. Иншаллах, машаллах, баракаллах, фих. Вот эту шушеру сюда нам загнали. И эта шушера нас пыталась представить нас радикалами, исламистами, чтобы нас отсюда всех депортировать. Понимаете? Чтобы потом мы находились там под вашим колпаком, в заложниках, отправляли кого хотят на войну, кого-то загнали в нищету, потом взяли в ряды свои. Вот для этого хотели вы сделать. Увы и ах, не получилось у вас это. Не получилось. И не получится. А сколько вы нам здесь провокаций делаете? Вы здесь на Западе нас представить хотите исламистами, террористами. Во Франции молодой человек, зазомбированный вашим ФСБ и ГРУ, убивает учителя Самуэля Пати. Вы его возносите до небес в Саудовскую Аравию, он погибает, его отца вы увозите там, 3-е, 10-е, возите его повсюду. Вы их используете, представить нас радикалами. Вы в честь этого убийцы называете улицу в его населенном пункте, как там тут сообщалось. Потом быстро это все, конечно, поняли, что сморозили ваши вот эти отморозки во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, сморозили номер и быстренько все потом почистили, убрали это. Но все осталось в интернете и в наших головах. Мы это все помним. Вот таким вы нас хотите представить. Вот что вы добиваетесь. Не лезьте своим свиным рылом в калашный ряд. К нам не лезьте. Мы не хотим вас. Не хотим ни при каких обстоятельствах. Да, с нормальными, простыми, мирными русскими мы готовы жить, соседствовать. Никаких проблем. Я выступаю за русских, которые вы их убили, наших граждан нашей страны, Чеченской Республики Ичкерия. Я за них выступаю в том числе. И я не делю никого на национальности. Чеченец, там, армянин, грузин или русский, которые жили в нашей стране. Мне без разницы. Я спрашиваю за всех, как за одного. Понимаете? А вы, русские, которые ваша ФСБ, ваша армия, когда вас много и вы сильные, вы становитесь совсем другими людьми. Вы не замечали это, русские? Я вам открою эту тайну. Когда вы в нормальном обществе находитесь, здесь в Европе вы находитесь, где-то абсолютно адекватные, абсолютно договороспособные люди. Но не дай бог у вас появляется сила,
не дай бог у вас появляется власть над кем-то, вы совсем другие люди. Что с вами? У вас вселяется оборотень какой-то, бес вселяется. Понимаете? А нам не надо, нам нужно спокойно, нам нужно, чтобы каждые 50 лет нас не убивали. Обратите внимание, не убивали, не геноцидили, не истребляли поголовно женщин, детей, всех подряд. Вы что, забыли, как вы нас убивали, что ли, 25 лет назад, 30 лет назад, на протяжении этих последних 30 лет, точнее. И по сей день продолжаете это делать. А вы забыли это? Я это все прекрасно помню, как чеченец помню, как очевидец этих событий помню, как правозащитник и юрист это помню. Потому что все это видел своими глазами. Нам нужно молчать, молчать и стать Иванами, не помнящих родства. Вчера твоего отца убили, а мы молчим. Ну, забыли, мы же помирились, Кадыров, точнее, с Путиным. Там Вась-Вась бабки делят. Хотя он агент, Кадыров ноль. Сейчас кто там? Кочнев, по-моему, да? Кто сейчас? Главарь банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Вот кто там главные управляющие. А Кадыров это ноль. Кадыров исполнитель. Да, Кадыров может там кого-то убить, там пытать. У него своя зона ответственности. Ну, решение принимает не Кадыров. Решения принимают УФСБ по Чеченской республике и Кремль, и Лубянка. Вот кто принимает. Ну да ладно, поехали дальше. Ассаламу алейкум, Асна. Если Чечня будет деоккупирована, будет ли американское присутствие в Чечне и в целом на Кавказе, и будет ли это плюсом? Ва алейкум ассалам, Абрек. Во-первых, без помощи Запада и Соединенных Штатов Америки, в частности, я не вижу возможности для деоккупации. К большому сожалению, большущему сожалению. Мы оказались в такой ситуации, где нам нужно минимум еще 20-30 лет, чтобы набрать потенциал сил, который у нас был в начале 90-х. Просто еще минимум 20-30 лет нам нужно. Понимаешь? И причем при всем при этом, все это время мы должны бороться вот с этим режимом оккупационным и не сдаваться, не просто вот покориться, сдаться, а потом раз и восстать. Нет, такого не было. Как не было с 1944 года по 1991 год прекращения даже на один день сопротивления чеченского. Даже когда в Казахстане находились, на Кавказе находились, в Чечении находились люди, которые сопротивлялись. И после того, как с Казахстана, Средней Азии, Сибири мы вернулись, продолжались. Памятник Ермолову, который советская власть нам установила в центре Грозного, взрывался там чуть ли не каждую неделю. И у них там 15-16 вот этих бюстов Ермолова были подготовлены. Ночью взрывали, утром уже они быстренько меняли, чтобы никто не мог понять, что там случилось. Поэтому без западной помощи, без американцев, нам потребуется еще очень много времени. Раз. Во-вторых, присутствие, я, например, за то, чтобы на Кавказе в целом мы заключили союзный военный договор с Соединенными Штатами Америки. И военная, например, авиабаза будет на территории Чеченской республики Ичкерия. Флот, например, американский, и так, который будет без сомнения в Черном море, еще в Каспийской, если он появится, будет супер. Ну и в Азовском, как мы знаем, 3 моря. И это ворота Кавказа, это ворота из Азии в Европу. И эти ворота, вот мы оказались на этом участке, мы там находимся. Поэтому я считаю, что нам не нужно бояться Америки, нам не нужно вот эту русскую пропаганду, что Америка там что-то третье, десятое. Америка слишком великая и слишком могущественна, чтобы конкурировать и нам с ней, и ей с нами. Нам нужно вот Соединенные Штаты, англосаксонская или так называемая западная
цивилизации, она стала мировой. И нам нужно стать фарватер вот этих, и там ведь не только США и Великобритания. Все цивилизованные страны, все европейские страны, и не только европейские, там, во всем мире, они все стремятся быть с Америкой. Почему бы нам не стремиться? Проблема в том, что Америке мы не интересны. Вот в чем вопрос. А не в том, что нам это нужно или нет. Поэтому я это так вижу. Я хочу вытащить свой народ из оккупации, из управления фашистской России для того, чтобы наказать тех, кто убивал чеченский народ. Потому что над нами совершен геноцид. И при помощи только лишь Запада мы это сможем осуществить. Привлечь их к ответственности. Потому что сейчас мы знаем, в Международный уголовный суд Гааги все это подано. Путин объявлен, Путин, Патрушев, вся вот эта банда, там до 10 тысяч, по-моему, человек, говорят. До 10 тысяч ордеров выписано на русских военных преступников, российских военных преступников. Я это так вижу. Как будет, что за Америка захочет? Америка вообще может на нас не обратить внимания. И скажет, будете вы с Турцией, как с Россией были, там, через Баку, через Азербайджан мы будем пристегнуты к Баку, ну, такими будем, да, с бесплатным приложением к Мурзилке. И новый миропорядок устанавливается. И какой он сложится, таким и будет наше будущее. Да, мы можем не соглашаться, воевать еще лет 80 до следующей мировой войны. И пока опять новое не будет, там ООН создаваться, условная ООН. Может, этому мы будем идти. Не знаю. Вот как-то так я вижу. Россия убивает. Россия не то слово убивает. Борз, ты очень глубоко ошибаешься. Ты либо специально, либо целенаправленно, либо неумышленно, так как, может быть, ты просто не владеешь ситуацией, но зато уверенно пишешь. Если уничтожить Путина любым способом, война тут же закончится. Нет, не закончится. Войну развязал не Путин. Войну развязало учреждение ФСБ и ГРУ, их миньоны вот этого ФСБ. Беспонтовые, абсолютно безнравственные, аморальные военные российские. Они развязали эту войну. И она не закончится только лишь уничтожением Путина. Путин это всего лишь верхушка айсберга. К большому сожалению, ты очень далек от понимания. Аслан, ты ислам вообще понимаешь? Это ты не понимаешь. Ни ислам не понимаешь, ни политику не понимаешь. Поэтому помолчи и послушай. Может, чуть-чуть поумнеешь. Ты, по-моему, принял сионизм, говорит. Ты, по-моему, дебил, Борс. Один. Ты, по-моему, дебил. Потому что сионизм это не религия. Иудаизм у них религия, на всякий случай, чтобы ты понимал. Ну, а ты, виден, твой уровень понятен. Да. Я вчера спросил у Аяда про школы в Чечне. Пусть все задумаются, почему в Чечне сейчас нет школ на чеченском языке. Я не говорю про деспотию, ночь и многое другое. Баркал тебе за твою работу. Спасибо, Аяд. Да, абсолютно верно. Абсолютно. Школы это, самое больное место на самом деле. Школы и медицина. У нас, если ты хочешь умереть, говорят, пойди в больницу, тебя там убьют. Потому что человек с небольшими хворями идет в больницу, там его умерщвляют и труп домой привозят. Все. Вот так лечат врачи, которых подготовила Россия. Да. Ассалам алейкум, слава Ичкерии, крах России, Путлер капут. Ва алейк салам. Ва алейк салам. Гражданин Ичкерии, ва алейк салам, маршвой.
Так, почитаем, что у нас тут написано. Омах сектантский бедуин у Европе, благодаря России. Ну вот мы должны им объяснить. Шалом Астам, все будет Ичкерия, шалом. Шалом. Я очень хорошо помню, что Рашка творила с чеченским народом. Да, модный доктор, абсолютно. Мы тоже очень хорошо помним. Очень. И никогда этого не забудем. Никогда. И не просто мы, живые свидетели, кто это все видел, не просто мы, наши внуки, если забудут это, они не будут нашими внуками. То, что они сейчас над нами сделали, русские думают, что мы как они. Их убьют, он там выпьет 50 грамм, выйдет его брата, там отца, сына убьют, закрутит себе там папироску, закурит папироску, выйдет, выпьет 50 грамм, сядет на лавочке перед домом и будет говорить, какая плохая у нас власть. Она убила, вот единственного сына похоронил, или единственную маму убили там, и еще что-то. А мы не так. Мы не выходим на лавочке это все рассказывать. Мы это откладываем до нужного времени, чтобы сделать так, чтобы тот, кто нанес нам эту обиду, эту злость, никогда не чувствовал себя спокойно. Никогда. Вот как мы к этому относимся. Ахи, США и Запад всегда уничтожили страны мусульман. Какая разница между этими геурами, говорит Ашаб. Ашаб, я понимаю, ты не чеченец, поэтому для тебя разницы нет. Ты такой виртуальный брат-мусульманин, который почему-то до сих пор жив. Хотя столько несправедливости на этой земле, что тебя уже должно было не быть на этой земле. Ну, он рассказывает. Все, кто сравнивают США с Россией, вслед за русским кораблем с моего канала, с обоих моих каналов, вслед за русским кораблем. Вы здесь неинтересны, понимаете? Все пошли отсюда. Аслан говорит правильно. Плюс еще разжевывать, чтобы было понятно. Да, приходится разжевывать. Моих предков убило НКВД, и мой народ и по сей день убивает ФСБ РФ. Да, Black Hill. Украина выиграет РФ. Россия много пуха накинула на себя. Да, совершенно. Россия уже проиграла. Ты, Ашхаб, ты лицемер. Понимаешь? Ты лицемер. Ты самый настоящий лицемер. Если бы ты не был бы лицемером, ты бы не говорил бы об Америке, сравнивая ее с Россией. Ты говоришь на русском языке. Как минимум ты россиянин или около этого. Ты прекрасно знаешь, что делала Россия с моим чеченским народом. Но тебе плевать на чеченский народ. Ты заботишься о всей умме. А вот соседский, братский, кавказский народ тебя не беспокоит, потому что у вас ненависть к нам. Ненависть к нам, вот у некоторых, не за всех. Ненависть к нам из-за того, что у нас хватает сознания осознать, что оккупация это враг, и мы должны сопротивляться. А вы живете под этим. И вместо того, чтобы восстать против России, когда вот мы 20 лет сражались, некоторые отчасти представители всех народов Кавказа, конечно же, воевали, гибли, сражались, честь им, хвала. Но по большей части, вот ты, такие как ты, сидят и ничего не делают. Вы балаболы, понимаете? Вы никто. Вы никакой роли не играете в этом мире. Понимаете? Вы просто балаболы, которые из себя ровно ничего не представляете. И сравнивать Россию с Америкой, это верх цинизма.
Понимаешь? Верх цинизма. Россия самый большой враг всех кавказцев. Понимаешь? И всего нормального люда на этой земле. Ну да ладно, сколько вас таких, да, беспонтовых. Аслан, не обсуждая провокаторов, они недостойны твоего внимания, да и многим другим, я думаю, тоже. Да, совершенно верно. Аслан, хочешь использовать чеченский народ как таран против России. Посмотри на Украину. Сергей Гришков, ты меня не слышишь, что ли? Ну, можешь слышать просто на работе, видимо. Салам алейкум, Асан. Ва алейкум ассалам. Помните о том, что РФ с вами делает, поэтому они стараются все народы отправить на могилизацию. Крепитесь, братья. Совершенно верно, Салман. Асан, фашистская Российская Федерация делает все, чтобы русифицировать Кавказ, и есть примеры. Ахмад Силас, кадыровцы, это уже русифицированы. Это заблудшие овцы, их надо будет лечить и воспитывать. Да, совершенно верно. Идет полная русификация, отказ от языка, то есть не развитие языка, чтобы он исчез. Да? Кадыровцы, вот, так называемые кадыровцы, да, это сословие казаков. Ведь они казаков, настоящих казаков также истребляли. Понимаете? И остались только кизяки, которые по зову, да, душка у них немного, но зато видимость создавать там и так далее. Создавались кизяки, которые шли воевать против, на Кавказе, против кавказских народов, сейчас против Украины и так далее, и так далее. Вот точно так же готовят из кадыровцев, делают кизяков. Такие аморальные, как это называется, ну, который потерял связь со своим народом, это манкурты. Вот это манкурты. Вот такие же. А казаков, настоящих казаков, они так много убивали, что они бросали в реку, и вот эта река вниз по Дону, да, туда вниз уходила, и до Турции, да, даже, что Турция протест высказывала в мире, по-моему, тогда Лига наций была, в Лига наций, короче, возмущалась Турция, что у нее всю воду они трупами просто, они вот делали вот что, миллионы они казаков тогда убили. А сейчас то, что остались, это кизяки. Это не казаки. Вот то же самое делают из чеченцев. Не помнящие родства. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Как же получается, Рашка проиграет, но украинские территории останутся оккупированы? Где логика? Ну, Таня, Антония. Ну, кто сказал, что украинские территории останутся под оккупацией России? Нет, это неправда. Украина восстановит полностью свою территориальную целостность. Вы почему думаете, Крымский мост не взрывают? Задумались, почему его полностью не уничтожили? Продемонстрировали, что могут его взорвать. И все, проэкспериментировали, его потом в конце концов, наверное, взорвут. А может и не взорвут. Так и вот его не взрывают для того, чтобы людям можно было бежать, уходить, оставляют коридор. Понимаете? Крым будет 100% возвращен Украине. 100%. Война еще не началась даже. Настоящая война, которая ждет Россию, она еще не началась. Только-только сейчас идут приготовления. Огромное количество производится оружия. Это все будет каждый день, каждый день. Новые, современные. Сейчас война дронов. Дроны сейчас используются с искусственным интеллектом. Ну, короче, невероятно очень много чего мощного придумывается и изобретается. И Россия готовится, для этого северокорейцы загоняются, понимаете? Для этого загоняются. В России наступают очень-очень темные черные времена. Очень темные и черные. Поэтому с чем я всех и поздравляю. Как говорится, как сказал Джохар Дудаев, каждый дом войдет красный петух войны, то есть огонь охватит каждый дом, как и охватил когда-то
этим огнем чеченские дома, чеченские, как сейчас в Украине. Так не бывает. Чеченская пословица гласит, не бывает так, что у одних течет кровь, а другим течет молоко. Так не бывает. Даже если это молоко течет, оно течет до определенного времени. А потом, слава Богу, есть Бог, который все рано или поздно регулирует. Даже как бы мы ни заблуждались, как бы мы ни ошибались. Так что все будет Ичкерия. Я вам гарантирую. Украинцы не сдадутся, они доказали, что они мужественный, героический народ, поэтому Украина победит. 100%, Салман, я в этом нисколько не сомневаюсь. Я раньше виноват, я считал русских и украинцев одним народом реально. Это и пропаганда была, и я видел, в Украине я не жил, так, ездил иногда, видел, тех украинцев, которые живут в России, таких обрусевших украинцев. Хохлов, как их называют, которые сейчас тоже в Украине очень немало таких деятелей. Поэтому мне казалось, что совсем это одинаково. Но нет, абсолютно не так. Мы больше похожи на украинцев, чем они на русских. Антон говорит, мне нравится эта идея, что все стало Ичкерия. Все, договорились. Станет весь мир Ичкерии. Ты прав, еще не началось, ночи надо просто сохраниться, слушать тебя и Аяда внимательно. Даже если задели ваши нравы, постарайтесь потерпеть и выжить. Берегите себя и ваших близких. Да, Эд, спасибо тебе за этот комментарий, совершенно верно. Совершенно верно. Вы сказали, без Запада невозможно вернуть, а Запад не очень-то и помогает для полной победы. Да, Тонь, абсолютно вы правы, Запад вообще не помогает чеченцам, абсолютно на сегодняшний день этой помощи нет. Наоборот, Запад помогает тем, кто являются симулякрами, оборотнями. Вот им помогает. А так, да, к большому сожалению, пока нет. Но мы не теряем надежды, да, копим силы, набираемся ума, опыта и готовимся. И я думаю, уже мы главное мы правильное направление потихонечку становимся. А это самое главное. Все. Чеченец, знаете, я это много раз говорил, и это, мне кажется, неоспоримо. Чеченец, в отличие от русского, ему не нужен хозяин. Русским нужен великий, сильная рука, сильный царь, там, управление. В этом смысле мы, чеченцы, абсолютная противоположность. Нам нужно указать верный путь и оставить чеченца. Сказать, тебе твоя дорога, если ты будешь идти на этом пути, это будет и богоугодно, это очень важно для чеченца, это будет выгодно для твоей семьи, тебя лично и для всего твоего народа. Вот эту дорогу. Ему объяснить, разжевать, чтобы до него это дошло. И отойди в сторону. Он это сделает так, как не сделает никто. Он будет пахать просто, идти в этом направлении, не жалеть ничего, ни жизни своей, ничего он не будет жалеть. Если он видит это богоугодное, выгодно его семье и народу, все, он будет идти по этому дорогу. Вот чем отличается. А если стать его, сейчас как они установили, Кадыровы, Мудыровы, там все это 3-10, нам показывают картинку, что сильный какой-то лидер, там Путин, потом его там марионетка Кадыров, и все там. Это не работает на самом деле.
Эти люди, вы видите, они особо боевыми, там, какими-то доблестными, какими-то отважными там, вещами не выделились. И не выделятся, понимаете? Там другая мотивация у человека. Потому что он бабки зарабатывать пришел, он крутым показаться на районе у себя там в деревне пошел в эти кадыровцы. А идти под хаймарсы и пули, умереть, ну это ему вообще не нравится. Это, в его планы это не входило. Это ему выгодно, это не выгодно народу, ему лично выгодно, лично удовлетворить свое там эго, пистолет Стечкина, там Toyota, там Land Cruiser или Camry, и там попонтоваться. Вот это его цель, предел его мечтаний. А за это умирать ты не хочешь. Ты лично обогащаешься, пользуясь случаем. Вот дать чеченцу направление, и вот он сам будет пахать вот эту колею, до конца будет идти. И вот моя задача заключается именно в этом. Я пытаюсь разъяснить чеченцам, вырвать их из оков этой пропаганды, куда загнала русская пропаганда. КГБшная, ФСБшная пропаганда. Как-то так, друзья. Ежели на месте Москвы будет огромная воронка, то никто не расстроится, и в мире будет мир. Да, я давно уже предложил, Владислав, дать 48 часов. Ну, если не хватит 48 часов, можно и неделю дать. Для эвакуации всех жителей Москвы и по Лубянке, по зданию ФСБ и Кремлю нанести ограниченный ядерный удар. Это единственное, что спасет мир на много-много десятилетий, а может быть столетий. И мы заживем в мире и благоденствии тогда. Весь мир. Теракты закончатся. Никаких исламских террористов вы не увидите после того, как России и Ирана не станет. Вы их больше не увидите. Просто они не будут. Потому что ислам это самая миролюбивая религия. Понимаете? Знаешь, Астам, пару лет назад Кадыркин тоже давал интервью с сожалением, говоря, что Запад 90 не поддержал Ичкерию. Я его, конечно, не поддерживаю, но, видя у его слова был скрытый смысл. Да, Салман, абсолютно верно. Запад не только не поддержал, Запад сперва поддержал, дал надежду нам, а потом отказался от этой надежды, отказал нам в этом. Понимаете? Это не просто не поддержал, это сперва дал надежду и поддержал, а более того, 20 лет, 30 лет, 50 лет мы слушали «Голос Америки», «Радио Свобода», Deutsche Welle, BBC и верили в все, что они говорят. И это тоже я знаю, и я это не скрываю, я прямо говорю, и чеченцам нужно быть готовым и к такому развороту событий, и надеяться чеченцам нужно только на самих себя, только лишь на самих себя, но, конечно же, это не значит, что мы не должны использовать международное право, международные институты, закон, справедливость, решение чеченского народа и постараться прийти к этому. Мы же не просто вот американцы, помогите нам, или Запад, помоги нам. У нас есть все основания. И вот все, что я вам говорю, что вы нам когда-то помогали, потом вы отказались от этой помощи, в том числе по нашей вине. В том числе по нашей вине, по вине наших некоторых лидеров после смерти Джохара Дудаева. Хотя при Джохаре Дудаеве Билл Клинтон финансировал Россию и предлагал закончить чеченским народом, по-моему, это при жизни Джохара Дудаева было, закончить, да, при жизни, потому что Джохар Дудаев возбуждал уголовное дело в отношении Билла Клинтона. Закончить малой кровью. То есть убивайте их, ну, нежно. Нежно как-нибудь, чтобы у них там не мозги по всей комнате не разбрасывались, а так, чтобы аккуратненько в пакетик собирайте. Малой кровью, чтобы там не все запачкаете вокруг. Вот
Да, это было. И это я знаю, об этом я говорил, говорю и напоминаю чеченцам, не нужно это забывать. Но дело в том, что Америка это не просто какое-то государство. Это цивилизация мировая, англо-американская, западная цивилизация. И у нас осталось два выбора в этом мире, как мы видим. Либо быть с Китаем и с Россией, либо быть с цивилизованным западным миром. Кстати говоря, весь арабский мир тоже с этим западным миром. Есть, конечно, некоторые арабы сейчас до сих пор еще уже почти 70, 80, 100 лет с русскими, там, с Китаем. Есть такое. Но в основном все уже поняли, что развитие, демократия, успешность будет только технологии, инновации, там все. Можно все это не перечислять. Все, что в этом мире есть, достижения, оно все исходит из Америки, из этой Европы. И нам нужно стремиться туда. Это ни в коем случае не ущемляет нашу религию. Вот некоторые там возмущаются, которые не понимают просто, что они говорят, что они делают, куда мы идем. Но опять же, да, есть такая вещь, которая с нами случилась, и мы должны это помнить. Мы должны это помнить. Это наша история, не чья-то, именно наша, и мы ее должны знать, чтобы снова не оказаться в этой же ситуации. Лери Маргвелиани. Мой вопрос не отвечали насчет выборов в Грузии 26-го. Путин будет помогать этот власть Грузии. Власть Грузии. Лери, если я понял, вы хотите сказать, будет ли Путин, Россия помогать вот этой власти, как его, вот этого миллиардера грузинского, ему, Безина, как-то его и так далее. Я думаю, конечно же, Грузия это очень важная страна для России. И они сделают очень много, чтобы не отпустить. Если отпустить Грузию, это еще и дестабилизация на Кавказе в целом. Если Грузия станет свободной, то появится в Ингушетии, в Ичкерии, в других местах силы, которые захотят быть свободными. И для этого Грузия должна быть тоже загнана вот в тюрьму эту народов. Да, это, я думаю, если я правильно понял ваш вопрос, конечно, Россия от вас не отстанет. Никогда она от вас не отстанет. Аслан, спасибо за интересный эфир. К кому, кроме полиции, можно обратиться за помощью по вопросу преследования ФСБ на территории Германии? Вам не дозвониться. Светлана, кроме полиции, вам здесь обратиться некому. Если очень все серьезно, то к вам может и прокуратура обратиться. Вы можете в прокуратуру обратиться. Если так, то к полицию, куда еще? А чем выгодна вона для обычного чеченца? Что именно выгодно? Выгодно вона. Что? Война, ты имеешь в виду? Аслан, мы Кавказ, мы только все вместе сможем победить такого подлого врага, как РФ. Да, совершенно верно, Салман. Совершенно верно. Ты из какой части Кавказа, Салман? Если ты в России, то не говори. Грузия – это выход через море в ЕС. Да, Грузия независимая, свободная, прозападная Грузия – это коридор в мир. Я из Азербайджана. Ясно. Ну, у вас тоже, я вам скажу, не все так безоблачно.
Азербайджан, Алиевы. Надеюсь, на вас, азербайджанцев, не будут натравливать на нас. У нас так хорошие отношения были, и азербайджанский, не власть азербайджанская, а азербайджанский народ в моей памяти остался самым искренним, а, сочувствующим чеченскому народу. Самым искренними. И от души я видел неподдельная искренность и сострадание, сочувствие азербайджанского народа. И я бы не хотел, чтобы нас друг на друга натравили. Я полагаю, что Турция будет сейчас именно этим заниматься, чтобы нас сделать тоже частью этого туранского мира. Мы, азербайджанцы, мы не хотим быть частью туранского мира. Мы хотим с вами также дружить, любить и уважать вас, но не быть частью ни русского мира, ни турского, ни тюркского мира. Надеюсь, вы так понимаете, вы понимаете, о чем я. Большим уважением и к турецкому народу, и, конечно же, азербайджанскому народу, я это говорю. Так, Аслан, у нас все так же, как и на России. РФ сует свое рыло к нам. Да, я это знаю, Салман. Ну, слышу точнее. Путлер самый главный террорист. Совершенно верно, доктор. Дай бог, что вернули. Мне снился Крым вчера. Вернете, без сомнения. Мы чеченцы всегда с уважением относились. У нас никто не может рассорить. Инша Аллах, дай бог, дай бог. Я сделаю все, чтобы этого не произошло. Ну и в Туран тоже не хочу. Асан, я как казах, Турана никогда не будет. Ну, это твои планы, как Алаш, твои. Но на самом деле Туран, он же будет не такой, как Россия. Он будет экономически подавлять. В первую очередь. Экономически. Так, мы сколько уже в эфире? О, почти 2 часа. Как быстро с вами летит время, друзья. Просто невероятно. Ну, вы поняли, да, друзья, что для чего северокорейцы и китайцы зашли на территорию фашистской России. Нужно понимать, что Украина, это не угроза для Украины. Украина выстоит такими темпами, таким моментом. Проблема Украины даже сейчас не российская армия, а гниды в тылу, которые находятся. Вот их нужно вычищать, чтобы запаха не осталось, чтобы запашка даже не было. А ты не думаешь, что Туран может стать противовесом Российскому Союзу? Может быть и может стать. Наверное, для этого это тоже делается в какой-то степени. Не знаю всех вот этих. Не могу сейчас сказать, для чего все это делается, будет ли этот противовес, но вполне возможно. Только проблема в том, что я бы не хотел, чтобы чеченцы участвовали в этом противовесе. Мы хотим, у нас своя цивилизация, свой язык, своя культура и общая кавказская нация, объединиться в Кавказский дом, я не против. Но Турция это империя. И все, что она даже сегодня Эрдоган делает, это имперские замашки. Я не хочу быть под турецкой империей, чтобы если мне что-то нужно, моему народу что-то нужно решать в международном плане, нам, чтобы обращаться там в Баку, который сейчас уже фактически присягнул Турции, и Анкаре, чтобы решать свои вопросы.
Я хочу, чтобы мы были в Организации Объединенных Наций, чтобы были наши представители, и мы, самодостаточная чеченская нация, имели возможность, да, мы небольшая нация, малочисленный народ, но при всем меньше нас 40 государств ООН находится, признанных государств, меньше по численности, чем наш народ. Поэтому я хотел бы вот в этом развитии, хочу и буду на этом настаивать. Как-то так. Я думаю, что ичкерийцам нужно дать возможность строить свое государство. Абсолютно, да, да. Нам нужно не только дать, нам нужно помогать. Дать-то мы сами возьмем. Нам нужно, чтобы нам помогали. И Турция помогала, и не становилась нам врагом. И у которой агентуры очень много на Кавказе, и тюркоязычные люди, которые живут среди нашего общества, которые служат не только России, но и Турции, и так далее, и так далее. Да, мы хотим вот так развиваться. Так, вот зачем устоять Украина? Люди не хотят воевать, Стефан. Какой устоит Украина? Ты правильно писать научись, слышь ты, русский защитник. Ты по-русски написать научись. Мне тебя учить, что ли, как писать? Позорище. Конечно, выстоит. Выстоит. Украина не просто выстоит, она уже выстояла. Понимаешь? Она уже показала. Между прочим, украинское воинство на протяжении веков сражалось против вот этих орков с востока. И в их конечном итоге приходило к очень плачевному результату. Хотя дрались героически. Но селенок не хватало, предателей слишком много было. И так далее, и так далее. И инициатива всегда была у оккупантов. А сейчас все ровно наоборот. Весь мир помогает Украине. Украина бьет так, что когда в плен берут ФСБшников, агенты в Украине начинают трубить не про взятых в плен пограничников, ФСБшников десятками, если не сотнями, если не тысячами там их уже пленили, а о 4 чеченцах или 3 чеченцах, которые нам показывают. Задумайтесь просто. Это в Украине сидят якобы проукраинские, которые рассказывают нам про чеченцев. Поэтому Украина бьет так, а русские, чтобы их не били, что их ФСБ непобедимо, что их никто не побеждал, победили каких-то там чеченов, которые все боятся. И украинцы говорят, смотрите, чечена, и украинцы, о, мы крутые. А на самом деле-то победить, ну, это кто? Это только марионетки Кремля, ФСБ, Путина. А победить нужно ФСБ и Россию. И ее украинская армия и воинство побеждает. И это пытаются скрыть. Скрыть, чтобы об этом не говорили, не показывали там, и так далее. Так, посижу с вами еще 5 минут, или 8 минут, 7 минут, и можно будет, давайте, у вас есть еще уникальные 7 минут, друзья, задавайте вопросы, постараюсь на них ответить. Путлер террорист, Раша террористическая организация, русизм. Совершенно верно, гражданин Чкели, абсолютно. Рихтих. Кто вас слушает еще, говорит, вот 600 человек сейчас, почти 600 человек смотрят. А так уже там, я думаю, обычно стримы до 100 тысяч смотрят. До 100 тысяч. Несмотря на то, что в фашистской России мой канал запрещен. Заметьте. Запрещен. Серые баны, монетизации нет, рекламы нет. Моя любимая тема, хорошо, что ты ее затронул. Монетизации нет, то есть рекламы нет, а YouTube, значит, не рекомендует и не показывает. На территории фашистской России запрещен по решению вашего Роскомпозора. Сами иноагент и экстремист, моя организация правозащитная. И все равно вот смотрят. А представь, если бы вы этого, они бы этого не сделали. Мой канал за 5 лет уже набрал бы подписчиков там 1 миллион. А у ваши вот эти разные Фейкины, Мейкины и другие КГБшники
за полгода миллион набирают, что невозможно в принципе. Так. Ну ладно, я думаю, исчерпывающе я вам на все ответил. Я думаю, на этом я свой стрим закончу, друзья. Спасибо за подарки. Кстати, кто мне подарил тут подарки, я смотрю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Завтра у нас... Какой день недели? Пятница у нас завтра. Завтра... Нет, да, пятница у нас завтра. Я постараюсь завтра сделать стрим. Ну, посмотрим, как получится. Но заранее вам скажу. Спасибо вам, Салман. Спасибо всем. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Ам Израиль. Хай. Господи, благослови Америку. Адикюэль Маш Ойль. Всего хорошего. До свидания, друзья.